أحمد جبريل موسى جبريل أعرفه عندما كان طالب في المدينة، وكان رجلا عنده شفه ونصحته الحقيقة وهو في المدينة، وعاداني وسلك مسلك الخوارج، وصار يؤيد القاعدة ويحرض على قتل الجنود الأمريكيين وشبه ذلك. هذا رجل فلسطيني حاقد، ابتعد عنه، هذا سفيه. هؤلاء شفهاء، وهؤلاء نعوذ بالله من الخوارج، ابتعدوا عنهم واحذروهم، وأنت ابتعد عن الشفهاء الشفهيين، وابتعد عن هؤلاء الخوارج الغلاة، وشق طريقك على منهج الشيخ ابن باز. سحقا يعطس منه كل جبان، إني بحمد الله عند قتالكم لمحكم في الحرب ثبت جناني، وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي، وإذا طعنت فلا يروغ طعاني، وإذا حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلوامع البرهان، الشرع والقرآن أكبر عدتي، فهما لقطع حجاجكم سيفان. Да дарит вас Аллах благом, шейх. Недавно в социальных сетях был опубликован ролик, в котором человек по имени Абдуллах Джарбу говорит, что вы хариджит и поддерживаете Аль-Каиду, и что вы что-то говорили об убийстве американских солдат. Знаете ли вы его, и каково ваше мнение о том, что он сказал? По воле Аллаха я должен признать, что в подростковом возрасте я столкнулся с человеком по фамилии Джарбу. Так что я действительно знаю его. После того, как мой отец, да дарует ему Аллах долгую жизнь, полную деяний, окончил университет Медины, мне тогда было около 11 или 12 лет. На протяжении многих лет мы продолжали посещать Медину и Мекку, и это продолжалось до тех пор, пока я в конце концов не переехал туда в качестве студента университета. В то время мне было около 18 лет. Во время одной из таких поездок, когда мне было, наверное, лет 15-16, у Джарбу была привычка знакомиться с иностранцами, посещающими Медину. И так он встретил нас и пригласил к себе домой. Это было примерно в 1986, может быть, в 1987 году. И это было до многих важных событий, которые позже испытали и усовершенствовали умму в наше время. И если бы вы спросили меня, что вы вынесли из этой встречи, я бы сказал, что единственное, что я вынес из этой встречи, это то, что он объяснил нам, как важно сообщать обо всех, кто выступает против правительства Саудовской Аравии. И он сделал заявление о том, что если бы он знал, что кто-то выступает против правительства Саудовской Аравии или пытается навредить ему, он счел бы своим долгом сообщить властям. И он сказал, что это его долг, хотя он и не работал на правительство. И он сказал, что таким должен быть каждый мусульманин. По-моему, в том же году он окончил шариатское отделение бакалавриата. Когда я поступил туда учиться, он работал над диссертацией, тогда как я учился на шариатской программе бакалавриата. Так что между нами не было большого разрыва. Он никогда не учил меня, и он никогда не был моим учителем. Главным выводом из беседы с ним стало то, что вы должны защищать правительство Саудовской Аравии и сообщать обо всех, кто может нанести ему вред. В ходе дебатов, с дозволения Аллаха, я объясню, почему, несмотря на то, что он был старше меня по возрасту, несколько старше по возрасту, может быть, намного старше по возрасту, он лишь ненамного опережал меня в учебе. Он работал над диссертацией, в то время как я учился на программе бакалавриата по шариату. Это был не такой уж большой разрыв. То, чем он занимался до поступления в исламский университет, я рассмотрю в ходе дискуссии с дозволения Аллаха. И это должно быть рассмотрено, потому что он верит, что его правительство правит по законам шариата и называет хариджитами всех, кто выступает против него. Итак, нам нужно спросить, почему страна, которая утверждает, что она основана на шариате, разрешает ту работу, которую он имел и на которую он потратил свою жизнь до того, как он стал студентом Мединского университета. И постановление о тех, кто защищает такие учреждения и охраняет их, и что говорят те, кого он называет своими шейхами, о чем-то что-то схожем с этим.
Это будет среди тех деталей, которые будут обсуждаться в дебатах с дозволения Аллаха. Когда меня приняли в Мединский университет, я несколько раз случайно сталкивался с ним, может быть, 2 или 3 раза. И это было не больше, чем «Салам, как дела?» и «Как твой отец?». Один раз после инцидента, о котором я упоминал в мечети Куба, с шейхом Мусой Аль-Карни и шейхом Абдуль-Азизом Аль-Кари, я упомянул об этом в другой беседе. Да простит их Аллах и дарует им Фирдаус. Он пригласил меня к себе домой после этого инцидента. Не уверен, слышал ли он или знал ли о моей близости с этими шейхами, или о том, что произошло в мечети Куба. Или, может быть, это было случайное приглашение, но тема была та же, что и у тех протестующих женщин. Разговор у него дома был сосредоточен на советах мне и брату, которого я привел с собой, о том, как защитить саудовское правительство от этих женщин и от другого вреда. И это было очень похоже на разговор, состоявшийся в 1986 году. Поворотный момент наступил сразу после окончания 2-го семестра моего обучения в Саудовской Аравии. Именно тогда разразилась Первая война в Персидском заливе. Это был один из определяющих моментов очищения рядов. И это ознаменовало самый значительный раскол за последнее время среди тех, кто утверждал, что следует манхаджу салафитов. И главной проблемой было то, что саудовское правительство ввело 500 000 войск неверующих для истребления мусульман в соседней мусульманской стране, из страны, где умер посланник Аллаха, мир ему и благословение, который недвусмысленно запретил существование в ней какой-либо религии, кроме ислама. Некоторые поддерживали присутствие войск, и этот период ознаменовался возрождением или началом нового современного движения мурджиитов, зародившегося в лучезарной Медине. Семестровые каникулы в университете обычно длились 1 неделю, но из-за надвигающейся угрозы войны они были продлены на месяцы, а уроков было не так много, поэтому я вернулся в Соединенные Штаты. Я не уверен, кто именно вызвал у него такую реакцию, я или мой отец, но это дошло до него через его двоюродного брата. У него был двоюродный брат, который работал в посольстве Саудовской Аравии в Соединенных Штатах. Через своего двоюродного брата он узнал, что мы активно выступали против присутствия войск США. Мой отец, да дарует ему Аллах долгую жизнь, полную деяний, много раз давал хутбы по этому поводу. Он написал много статей на эту тему и объяснил, почему это было неправильно. И это очень раздражало посольство Саудовской Аравии в то время. И в то время посольство Саудовской Аравии доминировало над многими мечетями в США, и они полностью контролировали их, и они полностью контролировали исламские мероприятия, и они осуществляли этот контроль, финансируя их, и возглавлял это все его двоюродный брат, который в то время возглавлял отдел по делам ислама в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне. Когда я был в Медине после занятий и уроков, а также после совершения молитвы Магриб и Иша в мечети пророка, у нас с Абу Анасом Аш-Шами, да примет его Аллах, вошло в привычку заходить к брату, который занимался очисткой воды в районе Ухуд в Медине, недалеко от горы Ухуд. И даже после того, как Абу Анас, да примет его Аллах, окончил школу, он приходил в гости и совершал умру, а мы продолжали быть там по ночам. В те времена вы покупали питьевую воду, неся свой кувшин в такие места, как это. Вы наполняли свой кувшин водой, очищенной водой, и платили, как на заправке. Сын управляющего был ищущим знания, и у них было очень большое крыльцо перед магазином. Мы сидели там, наслаждаясь прекрасным бризом Медины и живописными окрестностями Ухуда, изучая и поглядывая на гору, которая любила нашего посланника, мир ему и благословение. Очевидно, Джарбу преследовал меня повсюду без моего ведома, и он узнал, что мы обычно собирались там. Однажды он появился, даже не поздоровавшись, и уставился на меня так, словно собирался затеять какую-то драку с бандитами.
И он сказал: «Я знаю, что вы с отцом задумали. Мой двоюродный брат в Соединенных Штатах рассказал мне все о вас и вашем отце. Как я уже говорил, его двоюродный брат занимал высокий пост в посольстве. Его фамилия тоже Джарбу». Через некоторое время после этого инцидента брат признался мне, что Джарбу или группа людей, которые были с ним, пытались добиться моего исключения из университета из-за позиции моего отца против присутствия американских войск. Мне сказали, что решение подтверждено, и что на следующий день я буду вызван на заключительный допрос к ректору университета, и что он согласен с данной ему рекомендацией отправить меня обратно в Соединенные Штаты. Та ночь была для меня бессонной. Мне было всего 19 лет. В то время я был очень худым, невероятно худощавым. И я помню, как мое сердце колотилось в груди, как барабан. Это было так сильно, что я чувствовал, как сердце раскачивает мое тело взад-вперед. Тогда не было сотовых телефонов. На самом деле, в то время редко можно было обзавестись стационарным телефоном. У них были общественные телефоны-автоматы. И звонок в США стоил около 6-9 реалов в минуту. Для этого нужно было взять мешочек с монетами достоинством в 1 реал и во время разговора постоянно набивать те оранжевые телефоны, которые тогда были. И я позвонил своему отцу, и он сказал: «Я воспитал тебя мужчиной и научил верять себя Аллаху». И он напомнил мне хадис Ибн Аббаса. Он сказал: «Если бы весь мир объединился, чтобы причинить тебе вред, они не смогли бы причинить тебе вреда, кроме как тем, что Аллах уже предначертал против тебя». Я пошел домой и спокойно уснул. В конце концов, ректор университета действительно вызвал меня с урока. Его секретарша впустила меня в его кабинет, и это был огромный кабинет. Чтобы добраться до его стола, нужно было пройти совсем немного. Но когда я вошел, когда он либо увидел меня, либо, возможно, секретарша позвонила ему и сказала, что я уже на подходе, он вышел из-за своего стола и сел на боковые диваны в комнате после того, как поздоровался со мной, что свидетельствовало о его большом смирении. Его звали Абдулла ибн Салих аль-Убейд, и он был назначен на эту должность, несмотря на то, что не принадлежал к числу ученых, в отличие от тех, кто занимал эту должность до него, таких как Аз-Зейд, Аль-Аббад и Ибн Бас. У него были степени магистра и доктора философии в Соединенных Штатах, и я полагаю, что это было связано с учебной программой и оценкой образования в Оклахоме. Он усадил меня рядом с собой и задал мне несколько обычных вопросов. Как у меня дела, как продвигаются дела, просто какие-то личные вопросы, которые не имели абсолютно никакого отношения к тому, чего я ожидал. Тогда он просто сказал: «Возвращайся в свой класс и не беспокойся о них». И он никогда не упоминал о настоящей проблеме. Хвала Аллаху, Господу миров. Что стоит упомянуть, так это то, что после этого инцидента мы сидели в магазине по очистке воды, когда Джарбу снова зашел. На этот раз он подошел уже улыбаясь и протянул мне руку, чтобы поздороваться, но я отказался. За эти годы многие причиняли мне вред, а позже приходили приветствовать меня лично. И я никогда не отказывался от рукопожатия, за исключением 2 раз. И рука Джарбу была одна из них. Это было в то время, когда Джарбу был очень хорошо известен и уважаем всеми. В то время он пользовался значительным влиянием. Я слышал, что сейчас все сильно изменилось, и мы обсудим его нрав в дебатах. Это будет частью обсуждения с дозволения Аллаха. Но в те времена сделать что-то подобное с человеком его статуса было очень большим делом. Абу Анас аш-Шами, да примет его Аллах, в тот момент сидел рядом со мной. Он был очень удивлен. И удивлен он был тем, что увидел. И он был удивлен тем, что не знал, что происходит, потому что я никогда даже не рассказывал ему или кому-либо еще о том, что он сделал
или через что мне пришлось пройти. И я помню, Абу Анас был расстроен из-за того, что я не сказал ему. После окончания университета и возвращения из Медины я начал активно участвовать в призыве. Я читал лекции. Возможно, в тот же год, когда я закончил школу, я читал лекцию в университете и встретил нескольких молодых людей. Они только что вернулись из Умры. Ни один из них не мог правильно произнести шахаду. И они сказали мне, что только что вернулись из Умры и Медины и встретились с Джарбу. И по их словам, он клеветал на меня. Я поддерживал связь с ректором университета Абдуллой бин Салихом Аль-Убейдом. Я поддерживал связь с ним посредством писем, переписки по электронной почте и телефонных звонков. И я поддерживал связь с ним из благодарности за милость, которой Аллах одарил меня через него. Итак, в одном из наших разговоров я сообщил ему, что Джарбу распространяет обо мне клевету. И он ответил со своей обычной вежливостью и преуменьшил значение этого вопроса. Несколько месяцев спустя, к моему удивлению, я получил от него письмо на университетском бланке, в котором он сообщил мне, что разговаривал с Джарбу напрямую. Он сказал: «Абдулла, профессор Абдулла бин Салех Аль-Убейд, руководитель вуза, сказал, что ситуация, скорее всего, подпадает под известные строки из поэзии. Единственный, кто несет вред новостям, это их рассказчики». Он сказал, что это, скорее всего, подпадает под строки стихотворения, которое приписывается Аш-Шарифу Ар-Рады. Это означает, что реальный недостаток докладов заключается в их передатчиках, то есть, скорее всего, те, кто передал сообщение тебе, неточны или лжецы. С того времени и до недавнего времени многие продолжали приносить мне сообщения о его клевете. Иногда каждый год, иногда раз в несколько месяцев, иногда раз в 2-3 года. Это повторялось на протяжении более 3 десятилетий без остановки. Когда я был моложе и делал призыв, кое-что из этого меня беспокоило. И, вероятно, именно поэтому я сказал об этом руководителю университета, чтобы он мог с этим разобраться. Всевышний Аллах сказал своему посланнику: «Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят». Это был пророк, и таков был посланник Аллаха, мир ему и благословение. Но после многих лет и десятилетий проповеди, и после того, как я стал свидетелем того, как мой отец справляется с этими вопросами, я теперь смотрю на Джарбу и даже на тех, кто более велик, чем он, не говоря уже о маленьких клоунах, я смотрю на них так, как сказал поэт. Если бы я бросал камень в каждую лаявшую собаку, камни были бы на вес золота. И вот, когда я в последний раз вернулся в призыв, а это было примерно 3,5 года назад, после долгого перерыва, вызванного жизненными испытаниями, в том же месяце, когда я вернулся, всплыл аудиоклип Джарбу, и брат посоветовал мне его прослушать. Я не опускаюсь до того, чтобы слушать, что они говорят, и не позволяю их шуму засорять мои уши. Хвала Аллаху, мы идем ясным, твердым путем. И поэтому их мнение, их клевета не заслуживают нашего внимания. Но поскольку я знал его, и поскольку брат настаивал, я прослушал аудиозапись. И я сразу же попросил брата, а затем и других братьев организовать публичные дебаты с Джарбу в прямом эфире. И в течение 3,5 лет мы тихо, но настойчиво вели публичную дискуссию с этим Джарбу. В течение примерно или фактически более 3 десятилетий он клеветал без остановки. И я призываю кого угодно привести мне хоть один случай, когда я защищал себя, или хотя бы произносил его имя, кроме просьбы о проведении дебатов за последние 3,5 года в заявлении, которое я тогда сделал руководителю университета.
Я не защищаю себя, потому что... Но это нечто большее, чем личная клевета. Я хотел бы через этого персонажа показать умме, как они злоупотребляют термином хариджиты и такфиризм, не только для того, чтобы быть одинокими, но и для всех, кто выступает против их тагутов. И особенно для тех, кого мы любим больше, чем самих себя, кто отдает свои жизни и проливает кровь во имя Аллаха. Чтобы установить халифат и шариат на этой земле. Когда человек решает не защищать себя, его молчание никогда не следует принимать за слабость. Если человек молчит, это не значит, что у него нет возможности защищаться или ранить своим языком. В отличие от их клеветы и лжи, мы многое знаем о тех, кто нападает на нас. И когда мы решаем высказаться, мы можем ранить правдой, но мы заняты гораздо более важными делами. Мы растим поколение, которое с дозволения Аллаха установит единобожие на этой земле и однажды свергнет своих правителей с их престолов, чтобы установить единобожие на этой земле. Однако, бывают случаи, когда отдельные люди, такие как Джарбу, переходят границы в своей клевете. Они становятся безрассудными и наглыми, и становятся крупными фигурами. Создается впечатление, что они продолжают слишком сильно вытягивать шею, желая, чтобы мы перерезали им горло с помощью знаний и доказательств, и с дозволения Аллаха с полным унижением. Мы будем обсуждать каждое слово в его ролике и потребуем от него доказательств. И я просто хочу показать ему пример с дозволения Аллаха. И мы не кичимся силой и способностями. Это делается для того, чтобы разоблачить, как они фабрикуют клевету, насколько грязен их нрав. И самое главное — раскрыть их коррупцию и невежество в таухиде. А что касается Джарбу, то я подчеркну явную непоследовательность в его вероубеждении. Его акида в определенных вопросах следует по одному пути, но когда дело доходит до применения таухида к тагутам, за которыми он следует, все идет в противоположном направлении. Реальная проблема в дебатах и то, что меня действительно беспокоит, это клевета, относящаяся к хариджитам. И он является лучшим кандидатом для участия в дебатах. По многим причинам. Я знаю, что в некоторых вопросах он придерживается мнения современных мурджиитов. Один из руководителей мейнстрима мурджиитов сказал, что он согласен с нами в одном вопросе, и я слышал, как он это сказал. Но их всех объединяет то, что все они рабы Ибн Салмана и рабы Аль-Сауда. Причина в том, что они называют всех, кто выступает против них, хариджитами. Причина, по которой было бы полезно обсудить его, заключается в том, что я знаю, что он достаточно безрассуден, чтобы принять это. Они также утверждают, что он был главой отдела акиды в университете. Таким образом, он самая высокопоставленная фигура среди мурджиитов, которые оклеветали меня. И нам нужна не иначе, как голова змеи. А также, когда я попросил брата собрать все последние клипы Джарбу, чтобы я мог просмотреть их и понять, с кем я спорю, и лучше понять, какой манхадж он предпочитает, на каком манхадже он остановился, потому что многие из рабов Ибн Салмана, независимо от их различий, меняют свой манхадж как погода. В одном из этих роликов он с гордостью хвастался тем, что 28 лет преподавал в университете Медины. Поэтому я думаю, что он достаточно безрассуден, чтобы принять участие в дебатах. Он был главой секции акида. По его словам, он преподавал в университете Медины в течение 28 лет. Но если однажды дебаты состоятся по воле Аллаха, и только по воле Аллаха, с дозволения Аллаха, вы увидите, что он на уровне одного из моих настоящих учеников, если не ниже, в вопросах, которые имеют отношение к этой дискуссии. Кроме того, я потешу его, потому что знаю его лично. Он известен.
Большинство известных людей, которые сегодня преподают в мечети Куба и в мечети Пророка, некоторые из которых вышли на пенсию, были его друзьями, которые кивающе слушали его, когда я был в Медине. Он не просто какой-то случайный человек с улицы, который утверждает, что у него есть пара-тройка степеней и джазы. У него действительно солидное академическое образование. К 2 его книгам Аль-Фаузан написал предисловие, и Аль-Фаузан в какой-то момент выступил в его защиту, и последователи Аль-Джарбу восприняли это как таскию от него. Таким образом, исход дебатов влияет не только на глупцов, стоящих ниже него. Это также отразится на тех, кто стоит над ним, кто хвалил его, поддерживал и защищал. Он также хороший кандидат, потому что, несмотря на то, что, как я уже сказал, что он не согласен в некоторых вопросах с мейнстрим-мурджиитами, братья сообщили мне, что именно мейнстрим-мурджииты продвигали его аудио. Они говорили: да, мы с ним в чем-то не согласны, но в этом вопросе он прав. Так что все мурджииты, рабы Ибн Салмана, их сторонники и последователи, отправляйте все свои клеветнические материалы Джарбу. Ему действительно понадобится ваша помощь. Это ваш шанс. Отправьте все его обвинения, те, которые вы придумали с нуля, и те, которые вы собрали из судов тагутов и их СМИ. Отправьте их, соберите и отправьте Джарбу. И с дозволения Аллаха я разберу их одно за другим, по воле Аллаха. Во мне нет силы и могущества, все от Аллаха, и я знаю, что Он не подведет нас в этом. Джарбу нужна вся помощь и подготовка, которую он может получить, и каждое обвинение будет рассмотрено. Потому что у меня тоже есть много обвинений. Помимо вопроса о хариджитах, будет много всего, что нужно обсудить. Это касается нрава, клеветы, ложных обвинений и того, как они их придумывают. Джарбу также является отличным кандидатом, потому что через Джарбу я покажу участие саудовского посольства в Вашингтоне в моем уголовном деле. И то, как его собственный двоюродный брат помогал или даже оказывал давление на правительство США во время моего дела, даже до моего дела, и их отношений с ФБР. Я бы предпочел, чтобы эта дискуссия проходила лицом к лицу. Мужчина должен противостоять своему оппоненту напрямую, лично. Мы не такие, как они. Они клоуны, которые выкатываются из постели в полусонном состоянии, возможно, даже не совершив омовения. Они начинают записывать клеветнические ролики, не вылезая из-под одеяла. Я уверен, что саудовские власти, действуя в координации со своими хозяевами и союзниками в США, могли бы легко организовать мою поездку туда для участия в этой дискуссии. Я не такой, как он. Он может свободно путешествовать или приехать в Соединенные Штаты. Многие не знают, что мне отказали во въезде в Билят-аль-Харамейн с момента моего окончания университета, еще до того, как я попал в тюрьму. Они позволяют въезжать в страну самым худшим из нечестивцев в их нечестие, в куфре, а мне запретили въезд с момента моего окончания университета. Если это невозможно лично, то дебаты могут проходить онлайн. Я решительно предпочитаю личный обмен мнениями, и, конечно, он должен быть на арабском языке. Потому что после дебатов, будь то лично или онлайн, я намерен обменяться с ним взаимным проклятием. А также с кем-либо еще, кто осмелится поддержать его в этом вопросе. И я предпочитаю, чтобы это было у Каабы. Вот почему я хочу, чтобы это было лично. Я предпочитаю, чтобы взаимное проклятие проходило у Каабы. И в основном по вопросу о том, является ли мой манхадж манхаджем хавариджей. Это суть его клеветнического ролика. И я пойду дальше и добавлю, что праведные единобожники, которых я люблю, те, кто пытается установить халифат и шариат на этой земле, тоже не являются хариджитами. Все, кто меня знает, понимают, что я не люблю затрагивать эту тему.
Но иногда приходится опускаться до уровня своих врагов, чтобы разоблачить их. И это служит необходимым введением или фоном для дебатов с дозволения Аллаха. Думаю, этого достаточно. وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي وإذا طعنت فلا يروغ طعاني وإذا حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلوامع البرهان الشرع والقرآن أكبر عدتي فهما لقطع حجاجكم سيفان ثقلا على أبدانكم ورؤوسكم فهما لكسر رؤوسكم حجران إن أنتم سالمتم سولمتم وسلمتم من حيرة الخذلان ولئن أبيتم واعتديتم. أحمد جبريل موسى جبريل أعرفه عندما كان طالب في المدينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كبر سني الآن وأجريت عدة عمليات ويمكن اشتبه الاسم علي. أنا لا أذكر شيء الآن، أنا يمكن ربما اشتبه الاسم علي، ما أدري. على كل حال أنا أقول الآن ما أدري ولا أذكر هذه الأمور. بارك الله فيك. ولا أستطيع مناظرة أحد ولا أريد أن أناظر أحد. على كل حال ما أدري متى سئلت أنا، هل قد يكون هذا قديم، ما أدري. بارك الله. الآن لا أذكر شيئا. لم أدخر عملا لربي صالحا لكن بإسخاطي لكم أرضاني أنا تمرة الأحباب حنظلة العدا أنا غصة في حلق من عاداني وأنا المحب لأهل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القحطاني.